22 may jendik sayohatga, zo'r motor sayohatga. Alloh bersa, yillarimiz motor bo'lsin. Unda sirin shishga ota rahatlanib, olmoga shishga ota rahatlanib. Shunday motor oyna sayohatga jendik. В Персию поехали? Персия, это же кто? Иран. Что еще? Сами не знаем, куда мы поехали. Получается. Как дороги лягут. Какова красота. Между решением куда-то поехать и самой поездкой у нас всегда не больше недели. Этого времени хватает, чтобы подготовить машину и необходимые вещи. Мы составляем примерный маршрут, но зачастую отходим от плана. И эти изменения всегда приводят к каким-то незабываемым местам. В этот раз мы отправились ни много ни мало покорять Памир. Дорога предстояла сложная. Было небольшое волнение. Но, как сказал один великий путешественник, самое сложное в путешествии – это выйти за порог дома. Вот мы в Казахстане уже. Прохождение границы обеих сторон заняло у нас 1 час. 1 час 10 минут еще страховку успели оформить. Страховку, вот мы в интернете читали, везде писали 1500 рублей. 3700 отдали на 30 дней. Казахстан! Казахстан! Ты радый? Да. Вот природа знает границы стран и государств. Мы заехали в Казахстан, и здесь начались степи. И на улице светит солнышко, а день начинался дождем, пасмурной погодой. А сейчас все вот улыбается, и Казахстан, солнечный Казахстан встречает нас хорошей, прекрасной погодой и теплом. Пришли обменять деньги. Че, как? Паспорт. Мы проехали Карабалак, обменяли деньги и буквально проехали 30 метров, и нас остановила полиция, и попросила пройти с документами в отделение полиции, или как он называется там, в пост ГАИ. Вот Сережа, наверное, уже идет. Что, Сереж, сказали? Да, что, просто документы не проверил даже, просто зарегистрировал, что россияне проехали и все. Он все российские машины он останавливает. Короче, зарегистрировали нас, что мы приехали. Это нас так приветствуют они, наверное. Здесь вот так же, как в прошлом году в Турции, травы все и деревья сидят в воде. Вон там, как видно, целое озеро образовалось. Может, это озеро было, конечно? Нет, не было этого озера. Здесь все травы стоят в воде. В общем, все в воде. Все в воде. Че, воняет? Нас заправили газ, и теперь все воняет газом. Непонятно откуда. Мы в Рудном. Не повторять ошибок, которые мы допустили в Турции. Мы подключили сейчас в ЦУМе, вот в Рудном, интернет, безлимитный интернет, Билайн. И сейчас мы все время, наверное, будем на связи. Но это не точно. Вот мы едем, и деревья уже практически закончились. Вот здесь у нас степи, и здесь у нас степи. Тут есть немножечко что-то похожее на деревья, но вскоре и они тоже закончатся. Мене шундай далаларында.
Остановились на заправочку. Газ здесь стоит около 16 рублей. На дорогах здесь вот очень много ям, вот таких вот. Они просто огромные, как будто кратеры. Как будто именно на эту дорогу сыпался метеоритный дождь и продырявило всю дорогу. И так продолжается уже, наверное, километров 200, если не больше. И мы немножко сломали колесо. Такие новости на сегодня. Сейчас уже встречаем закат и будем потихонечку искать место для ночлега. Поехали байрам шара, байрга табан. Янтайган шара. Biz bugün 900 şahırmızda. Yıllar için orada izleriz. Доброе утро. У нас сегодня вот такой вот рассвет. Время 5 утра. Мы ночевали на таком месте. Еще несколько машин здесь ночевало. Сейчас буду кипятить чай и будить Сережу. Такое вот утро. Коровы пришли. Позавтракав, мы продолжили свой путь в сторону города Актау, чтобы посетить знаменитый мыс Жероран. Ну, шапки пасутся. Эх, дороги. Короче, такая вот дорога. Сейчас ехали около, не знаю сколько, 30 километров на это. По таким капец дорогам там все едут 3 километра в час, мне кажется. Все очень много машин с пробитыми колесами стоят. Тут обгон запрещен, да? Вот это что за знак? Обгон запрещен или разрешен? Остановились возле речки. Сережа говорит, лицо хоть помыть. Такая вот речка маленькая. Дорога пыльная, долгая. А здесь вот мост проходит. Мы вот с моста вот так спустились и стали сюда. Не знаю, слышно, нет? Там лягушки водятся. Приятного аппетита. Там лягусы. Такой шурпу заказали. Компотик и хлебушек. Сильно не хочется кушать, но подумали, что надо местной еды попробовать. Вот такое кафе. Здесь, кстати, все халяль. Нужно отметить, что когда за окном одни только нескончаемые степи, мозг начинает искать хоть какого-то разнообразия. И все поселения, редкие речки и памятники вдруг становятся невероятно интересны. Это наш обед. Крупный полевой обед. Это среди... Степей Казахстана. По кругу реально там везде этот кто. Скромненький обед. Дошик, салатик. И оливковый этот майонез. И плюс чай. Чай вскипел. Да. Хотела вам рассказать про вот это такое вот место. Здесь вот проходит основная трасса, и здесь от дороги сделали, ну вот просто переходишь в правую сторону, либо в левую, и такая вот место для отдыха такое. Здесь вот туалет, беседки с крышей, тут скамейки, столы для того, чтобы можно было там посидеть, покушать. Вот мы остановились. Здесь можно большим машинам взвешиваться. И на таком одном из... что сделать? Смонтировать? Вот, и на одном из таких мест мы сегодня ночевали. Очень удобно сделано.
Вот в этой машине сейчас кто-то очень громко и красиво поет. На каком языке, я не знаю, как будто турецкий, на самом деле. И мы решили сейчас покушать. Сережа уже вот рассказал. Скромный наш обед. Пусть будет вкусно. А с этой стороны у нас светит солнышко, сквозь облака пробиваясь. Блин, какая красота, ничего себе. А здесь вот дождик идет, поливает. Красота. У нас наконец-то начались, кстати, хорошие дороги. Допустим, нас мы долго ехали. Сколько мы? Километров 500, мне кажется, ехали до вчерашнего. Вышка такая. Это как в фильме «Вышка», походу. Иди туда, пески, я тебя сфоткаю. Как будто в пустыне. Тут такая широченная дорога, как взлетно-посадочная полоса. Это что-то. Сережа спрашивает, до Кульсары такая ли грунтовая дорога? Тут мы повернули, послушали Google, и вся дорога вот такая вот. То есть мы ехали по асфальтированной дороге. Сейчас вот поля тут опять, точнее до сих пор. И дороги вот такие будут. Пипец, мы проехали тут 10 метров и уже задохнулись в пыли. И это будет очень жестко, ехать 136 километров. Что скажешь? Что говорит? Трудности перевода. Ну, лучше там ехать. Там ехать? Ну все, поехали. Впереди железнодорожный переезд. Вот эти дороги в деле. Ой, ой. И они прямо жесть. Мы проехали реально 10 метров, задохнулись в пыли уже. Причем по этой дороге нас вел только Google. А навигатор, Алиса это, и Maps вели в объезд немножко, там плюс 100 километров получается. Мы решили довериться Гуглу и поехать попробовать по этой дороге. Не довериться, проверить, что ты прям довериться. Ну довериться уж, довериться и проверить, что нет-то. Вот, проехали, встретили чувака какого-то на Мотае, и Сережа спросил, проеду ли. Он сказал, не очень. Фу, надо от пыли избавиться теперь. Турецкая батюшка, прям этот тунто. Procter & Gamble представляет. Она еще сгорела. Вот там вдалеке то ли дождь идет, то ли это туман, то ли это песчаная буря. В общем, вся дорога в каком-то... Там что-то стоит, типа заводов, может, с него какие-нибудь эти выбросы. Агат? Макат. Нет, даже население. Макат. Свет, да? Интересно, почему такое он? Ничего себе. А с этой стороны главное. А с этой стороны тоже смотри. Ничего себе. А еще вот так вот по дороге перекати поле иногда появляется так резенько. И так страшненько становится, что как будто что-то перебегает. Мы ехали весь световой день, преодолев еще порядка 700 километров. Картина за окном была одинаковая. Степи сменялись степями. Дорога таким образом словно давала время для включения режима путешествия, чтоб ты свой мир оставил в мире своем и принял тот, что в настоящем, сейчас. Бескрайние дали Казахстана упорядочивали мысли, раскладывая их по полочкам. Мы оставили еще один день позади. После заката нашли такое же место, как вчера на обочине дороги, и улеглись спать.